قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. Корректор Исламского университета Хамзатов Магомед Сайфулла Астана-Ильич, руководитель мадраса имени Мамахажестеления Файзикау Алышев Абула Хаджи Хангелиевич, главный редактор газеты «Юнакские известия» Байгина Викторовна и администрация школы. Также наши сегодняшние мероприятия снимают телевидение Романского района. Хадисы пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, говорится. Смысл хадиса: добро пожаловать в искатель знаний. Такими словами ангелы окружают того, кто стремится к знанию. Затем ангелы стоят друг за друга и так доходят до ближайшего неба, выражая любое знание, которое поступило. Именно этими словами я хочу начать наше мероприятие. В этом мероприятии мы узнаем всю красоту и сущность религии ислам. Учащиеся 4 класса составили команды. Составы команды. Представьте, пожалуйста, ваши команды и девиз. Я Магомедов Рамазан, капитан команды Арабы Бедуины. Наш девиз: не унывать, все пройти и все узнать. Я Субатинов Рамзан, капитан команды Асхабы. Наш девиз: Познавая, трудимся, играя, учимся. Ваши ответы будут оценивать наши гости. Уважаемые гости, у вас на столах критерии оценивания вопросов. За каждый правильный ответ вы присуждаете 1 балл команде. И в конце игры подводите итог, и мы вместе выявим и объявим победителей игры. И та команда, которая победит, поедет на экскурсию в мадресе имени Сайфулла Хады города Бурмаска. Это и будет обещанный вам сюрприз. За каждый правильный ответ, ребята, жюри присуждает балл команде, а от меня вы получаете смайлик. Смайлик означает неправильный ответ. Зеленый смайлик обозначает правильный ответ, а желтый смайлик – это подсказка. И за каждую подсказку я аннулирую баллы всей команде. А провести эту работу мне поможет наша младшая сестренка Шакирова Хадижа. Итак, с правилами игры мы ознакомлены, и я объявляю игру открытым. Капитаны команды, подойдите ко мне, пожалуйста. В одной вытяните слайды. В одной из этих конвертов лежит зеленый смайлик и красный смайлик. Так как тот, кто вытянет зеленый смайлик, та команда будет успеха. Зеленый. Так? Игру начинает команда Арабы Бедуины. Кто такой мусульманин? Умар. человек, который створил А вы являетесь когда-то мусульманами? Ну, а чем так разница? Что означает ислам в переводе на наш язык? Это мир и поклонность Богу. Отвечала команда Асхабы. Команда Арабы Бедуины. Вам вопрос. Где родилась религия ислам? На Арабском полуострове, городе Мекка. Правильно. Ваша команда.
Дальше. Давай. А как бедно? Тому, у кого горе, Михаил. Щедрости. Вежливости. Дальше кто? Трудолюбию. Еще что? Терпеливости, Мадина. Правдивости, так дела. Справедливости. Уметь прощать. Милосердием. Честности, скромности. Молодцы, ребята. И еще, наверное, наша религия призывает к чему? Стремиться. Наверное, хотят много всем им дать спать. Да, они отвечали правильно. Теперь команда вам вопрос. А что запрещает религия ислам? Поклоняться разным божествам. Есть свинину. Конец. Китские клеонатические. Игра в азартные игры. Убийство самоубийство. Брать. Курить. Пить. Не повторять. Кричать звук правильно. Вот. Врать. Убийство. Страдать. Хаджар, им тоже, пожалуйста, раздай. Вам кому мусульмане поклоняются? Михаил? Единому Богу, да? Единому Богу, Создателю Вселенной. Сколько имен у Аллаха? Папа. 99. Папа. Назовите качество, то есть атрибуты Аллаха. Да. Не вставайте. Он чуть громче, он един. Чуть громче. Правильно. Biraz kutçuluğa etsin bu. Чуть громче, да? Bayrağı kavuşa eşit olayım. Подходите, потому что не надо громко. Говори. Дальше. Говори. Слова. Все видящие. Бессмертные. Хаджар. Давай, Шаматина. Все знающие. Не повторяйте, слушайте внимательно друг друга. Табилла. Его никто не родил. Дави. И чего еще у него нет? Рядышком смотри. На кого не похожи? Он не ломать. Не можешь дома, это место имеется в виду. Давай, сказали. А если вы вот так вот делать, это будет шумно. И не слышно ваше. Говори. У него нет формы. Правильно. Из скольки частей состоит религия ислам? Из трех частей. Перечисли, пожалуйста, Мухаммад. Иман, ислам и ислам. Вам вопрос. Перечисли столбы ислама. Анализ, скажи, мой Карим. Карим, скажи. Ислам. Из скольки? 6 или 5? 5. Намаз, шахада,
Теперь вы ответите об этом. Вам вопрос. Назовите самую короткую суру. Да? Сидя. Короткая сура. Короткая сура. Каусар. Из каких сур она состоит? Из 3. А самая большая сура? 280. Сколько это? 286. Правильно? Да. Вам вопрос. Кому был неспослан Коран? Мама? Как звали пророка? Громче скажи. Вот, пророк Мухаммад. Через кого? Умар? Через Ангела Джабраила. На каком языке Коран написан? Кто скажет? На арабском языке. Где и когда пророк получил первое откровение, ребята? Пора. Громче. Весь Рамадан или Раджаб? Все-таки весь Рамадан. Рамадан или Раджаб, ребята? Рамадан, конечно. Весь Рамадан. Весь Рамадан в пещере Хира, аят Икра. Пользуясь случаем, хочу попросить нашего ученика Раулова Мухаммада, который является хафизом мадраса имени Мухаммада Селина Ханибагау, прочитать нам первый священный аят Корана, Икра, который был исполнен в пещере Хира. Прочитай, пожалуйста. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. Спасибо. Сколько лет ваша Коран спасла за нашу страну? Мачна? Почти 3 лет. Через кого? Ангела Джабраила. Где и когда родился наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям? Хаджа? Он поднялся на небеса. Он вылетел назад из дома. Над ним ему был неспослан, правильно? Какого времени был наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям? Мадина? Из Курайша. Что такое сунна? Вы отвечаете. Усман, постоянно ты отвечаешь, как Мухаммад. Действия и слова пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Ахлак, что такое? Чуть громче. Правильно. Хадис, что такое? Говори. Ребят, вам такое задание. Чуть размер. Сейчас дам конверты. В этих конвертах написан хадис. На разных листочках. Соберите, пожалуйста, мне хадис. Попробуйте за минуту. Засеките, пожалуйста, что-нибудь время. Хадис собрали в форме цветка. Да? Так, для начала. Хадис. Это знание религии, ислама, душа и опора, да? Так, посмотрите, пожалуйста, правильно собрали. Хадис. Это наша серединка. Это знание религии, ислама, душа и опора. Правильно? Правильно собрали? Из нас не сделают. Она скажет наши правильно
душа и опора религии ислама. Это душа и опора религии ислама. Хадис. Обязанности каждого мусульманина и мусульманки стремление к знаниям. Не точно. Смысл один. Смысл понятен? А как Если дословно переводить, наоборот, стремление к знаниям. стремление Знания. к... Отсюда нужно было вам начать. Стремление к знаниям, обязанность каждого мусульманина и мусульманки. Какие хадисы вы знаете? Гарам? Дальше кто еще? Кого горе? Да, дальше, ребят. Из чего Аллах создал человека? Ваша команда. Из 7 разных глин. Из 7 разных глин. Да. А кто мне расскажет, как это произошло? Кто вот сможет рассказать? Даниэл? Это Аллах сказал, возьмите и возьмите мне 7 разных глин. Кому сказал? Ангела. И ангел Джабар пошел, и это из глины сказал, меня никого я не хочу. И он не взял почти все, и не взял ангел это сказал, я это Аллах сказал, меня не берет. И Азраиль сказал, мне Аллах мне дал такое задание, и он взял. Правильно рассказывает? Ну, смысл правильно, они выразили, как смогли. Создал ангел из света, от джиннов и огня. Назовите мне, ваша же команда работает, назовите мне основных ангелов и за что они ответственны. Я хочу, чтобы здесь работали. Ангел Джабраил приносит салава. Передают послание. Раздает блага Аллаха. Дальше. Ангел Микаэль раздает блага Аллаха. Только что сказали. Ангел Азраиль забирает душу. Ангелы Атик и Рахат сидят на таблице, записывают наши поступки. И если мы сделаем плохой поступок, они сидят на таблице и ждут 6 часов, чтобы мы просили Аллаха о прощении. Он вас любит Бога и будет конец света. Известит о начале конца света. Ангел Микаэль и Рахат дает могильный опрос. Скажем. Давай. Это люди, которые пришли к его Прости, кто были? И все, что ли? А уже Это вопросы? люди, которые по жизни видят пророка Мухаммада и уверовали в него. И назовите 4 самых избранных, любимых асхабов нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Абу Бакр, Умар, Осман, Али, Радиаллаху анху. Теперь, дальше. Что такое хиджра? Вам вопрос. Мухаммад? Мусульман. В каком году произошло? 16 или 622 года. 622 год. Вам вопрос. Почему переселились мусульмане из Мекки в Медину? Из Мекки в Медину. Язычники сжигали их дома и убивали мусульман. Почему? Кто вообще такие язычники? Язычники они поклонялись разным божествам и идолам. Идолам. Такой вопрос. Где раньше были идолы? Каабе. Кааба. А кто очистил Каабу от идолов? Мама. Можно вопрос по поводу? Сколько идолов было в Каабе? 350. Ваша версия? Египтяне. 360. О, 360. 360. Что такое Кааба? Вам вопрос. Вам мать? Чуть громче. Священный дом Аллаха. Где она находится? На Аравийском полуострове Мекке. В городе Мекка. Еще точнее? Динар? Аль-Харам. Мечеть Аль-Харам. Назовите, пожалуйста, 3 основные мечети в мире. Аль-Харам, Аль-Аса, Аль-Харам. Чем они известны? Айгу? Ну, говори. Аль-Харам, там есть Кааба, Аль-Наваль. Дальше продолжаем. Аль-Наваль, там похоронен. Аль-Харам. Сказали? Аль-Акса, там пророк поднялся на небеса. Пророк поднялся на небеса. Вопрос вам.
Иерусалим, поднялся в небеса, против Аллаха. На чем поднялся? На Альбурак. Опишите, пожалуйста. Откуда, пожалуйста? У него голова человека, туловище коня, и у него крылья. Ребят, что еще было предложено нашему пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, когда он поднялся на небеса? Хотя? Ему Муса алейхиссалям На небесах что предложили? на небесах приложили вино и молоко. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказали: ты выбираешь вино или молоко? Он выбрал молоко. И тогда что ему сказали? Ты выбрал правильный ответ. Правильно. Если бы Ты выбрал вино, твоя ума была... пьянствующий, да? Правильно. Какие исламские праздники вы знаете? Пятничный день, ребята, он у нас не официальный праздник, но мы его должны ощущать и праздновать как праздничный день. Потому что этот день, святой день, будет правильно сказать, как вы написали? Чем отличается человек от животного? Чем Аллах отличил от животного? Ислам? Разум. Разум. Это хорошо, если он у нас есть. С каким намерением мусульмане должны совершать поступки? Мухаммад? Ради довольства Аллаха. Вопросы по карточкам. Итак, правильно. Как называется это? Это что? Это что было? Когда умер пророк Мухаммад, А? когда умер Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Не спешите, что мы успевали оценивать. Громко скажи. Извините. Eşitelim adına ait bir şey. Так, громко скажи ответ. Ответ они не услышали. Дай сюда сначала. 4. Сможешь перечислить? Девочки, громче. Что? Громче. Не слышит же. Можно? Скажи. Сколько букв пророков? Сколько было всего пророков? Дальше. Теперь вам вопрос. Алина? Женился на Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, женился на Хадиджа. Ради Аллаху. Ради Аллаху. Вопрос вам? Вам вопрос. Год чего это? Вот печали. Да, первый Вот печали. печали, да. Потому что умерла Хадиджа, родила жена пророка и дядя. 27 в течение что? Один? Ночь Мираж, ночь числа пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям поднялся на небеса. Спаем? Мама, следует. Можно вопрос дополнительный? А когда было первое переселение? 16 июля 16 года. Первое вспоминайте, куда они переселились. Вспомни, как звали короля. В какую страну переселили? Вот недавно мы это вспоминали. Первое переселение до Мекки. Из Мекки Медины до первой как? Эпи? Эфиопия. Как звали короля? Первая буква на «Н» начинается. Билал получил азан. Билял, да. Короля как звали, который приютил мусульман? Откуда родом был Билял? Наджа. Наджа? Наджаши. Ага. Сколько суток?
Мама был после колонны. Что? Один человек с команды. Месяц Рамазан пещеры Хира, первый аят из Корана. Аят. Получил пророк первое откровение. Теперь. Дальше. Что? Дальше. Ислама. Дальше кто еще сказал? Не шумить, как часть намаза. Дальше. Через 20 что было? После колонны. Чуть-чуть громче говорите, ребята. Девчонки. Вы не спешите, уважаемые. Не успевайте. Я сейчас аннулирую. Еще один раз я аннулирую. Самая большая сура Корана. Как называется? Я хочу, чтобы другие тоже работали. Кто скажет? Мухаммад? Кого? Мухаммада? Сами. Жюри, есть дополнительные вопросы, ребятам задать? Кто был? Если у жюри нет дополнительных Один отвечайте, кто отвечает? А Рушик, кто будет отвечать? Рамазан, как там жить? Вопрос вам, ребята. Асхаба. Как верить в Аллаха? Как надо верить в Аллаха? Атрибуты, которые вы знаете про Аллах, рассказали же? Капитан команды отвечает. Так, подсказки оставьте. Ага. Говорит. Надо к нему поклоняться. И? Надо верить ему, что он нет семьи, он ни в чем не нуждается. У него нет товарищей, у него нет слова. Он себе Правильно. Такой вопрос мне еще вам. Что это означает? А если религия есть? На этом вопросы игры завершились. Теперь, уважаемые жюри, объявите, пожалуйста, ваши итоги. Пока жюри подсчитывает баллы, так давайте и мы сами подведем итоги. Посчитаем свои смайлики и выявим самых активных игроков нашей игры. Вы называете фамилии и количество смайликов, которые вы набрали. Активные все. Это будут активные и здесь. В этой команде и в этой команде. Жюри, вам предоставляется слово. Вы подсчитываете. Председатель жюри Мамзат. Председатель жюри Камзата Камалиев. Хочу вас всех поздравить. Все вы молодцы. Вы все победили на самом деле, потому что вы знали ответы на такие вопросы, на которые большинство взрослых не знают ответа. На такие вещи. Поэтому это большая победа. Вы получили всю базовую информацию, которую должен получить каждый ученик. С этим я вас поздравляю. Но по баллам, посчитал баллы, команда Арабы Бедуины получили 181 балл. А команда Асхабы получили 205 баллов. Становятся по нашим подсчетам Асхабы. Более активными, надеюсь, в следующий раз другие тоже победят и будут более активными. Значит, по итогам игры караванно-исламской культуры победителем стала команда Асхаба. Я вас поздравляю, ребята. А вообще, хочу, чтобы победила дружба. И эта команда, и эта команда старались победить. Хочу несколько напутствующих слов, конечно, в нашей жизни. Нравственность в исламе можно играть очень важную роль. Суть всей религии заключается
учит нас религия ислам. Каждый мусульманин, ребята, должен стремиться быть похожим на Бога. Ребята, он вот к нам не послан, как милость Аллаха для облагораживания нрава. И мы с вами с детства должны понимать наши религии правильно. И как понимали сподвижники асхабы пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Стремление к знаниям – обязанность каждого мусульманина и мусульманки. В хадисе говорится, смысл хадиса. Знание – это душа и опора религии. И именно поэтому была проведена наша сегодняшняя встреча. Чтобы выявить ваши знания, которые вы получали в течение года на уроках основы исламской культуры. И от себя хочу вам выразить огромную благодарность за активное участие и старание в учебе. И в качестве памятного сувенира хочу вам от себя подарить вот эти книжки, в котором написано «Столпы ислама». А поможет, ребята, нам всем неустанно отбросить лень, стремиться к знаниям, и с помощью этих знаний, ребята, совершать добрые поступки, чтобы заслужить удовольствие Аллаха. Ведь основная, конечная цель мусульманина – это довольство Аллаха и прожить нашу жизнь в соответствии с религией ислама. Уважаемые гости, скажите, пожалуйста, несколько напутствующих слов нашей ученицы. Младшие братья и сестры, Пожалуйста, книжки, обратите внимание гостям нашим. вы все молодцы. Все очень активно стараетесь получить знания. Все очень стараетесь и в школе отлично учиться, и религиозные знания знать. Если вы все это будете вместе совмещать, вы вырастете настоящими мусульманами, иншаллах. Мы все хотим, чтобы Аллах нам сделал все хорошее, правильно же? Мы хотим все в рай попасть. Мы хотим что сделать? Мы хотим быть настоящими мусульманами. Мы хотим, чтобы родители нами были довольными. Если родители будут нами довольными, Аллах нами будет доволен. Для этого всего человек должен знать, как надо обращаться с людьми, как надо Аллаху поклоняться, как надо, что нужно делать для того, чтобы заработать рай. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, которого жизнь вы очень хорошо выучили, он говорил: «Ман юридиллаху бихи хайран юфаккиху фиддин». Кому Аллах захочет что-то хорошее дать, кому-то добро захочет, если Всевышний Аллах сделает, Аллах его сделает понимающим в религии. Значит, вам всем Аллах хотел хорошее сделать. Вам всем хотел Аллах добро сделать, поэтому вам дал вот эти все знания, которые вы сегодня знаете. Это надо ценить, их надо развивать. Каждый из вас должен в школе хорошо учиться отлично. В знаниях нет разницы, какие бы знания ни были. Религиозные, они особо для ахирата ценятся, чтобы в рай попасть. А для того, чтобы достойно прожить в этом мире, для того, чтобы человек стал успешным, чтобы у него была работа, чтобы у него все в жизни хорошо сложилось, человек должен изучать что? Первую религию должен изучать, это все вместе, и ваши школьные уроки тоже. Человек и математику должен хорошо знать, русский язык, историю, и все вот эти предметы, и география, и все предметы, которые у вас есть в школе, их вы должны очень хорошо знать. Потому что мусульманин, он кто? Пример для всех. Все должны на улице видеть вас и смотреть: вот мусульманин какой молодец, он и математику хорошо знает, он и русский язык хорошо знает, и в жизни себя правильно ведет, у него хороший, правильный нрав. Вот так о вас все должны говорить. Поэтому знания все, они хороши. И их нужно совмещать. Поэтому религиозным знаниям тоже отдавать надо предпочтение. Вы должны почаще ходить в медресе каждый день. Ни одного человека не должно быть среди вас, кто Коран не умеет читать. Есть у вас кто Коран не умеет читать такие? Наверное, есть еще, да? Пару человек. Все должны Коран уметь читать, все должны иман, ислам знать. И дальше, в дальнейшем тоже у вас должно быть намерение, что я свою религию буду хорошо знать. Но к вашим годам вы все молодцы, я вас всех поздравляю. На ваш возраст все, что необходимо, вы уже знаете. Пусть Всевышний Аллах вам даст возможность еще дальше
свои знания увеличивать, чтобы вы в дальнейшем все стали учеными, как светскими, так и религиозными. Дай Аллах, чтобы среди вас были алимы большие, имамы большие, и чтобы вы были, самое главное, достойными мусульманами. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Я очень рад присутствовать на этом мероприятии сегодня. Как вы отвечали, усердно все работали. Спасибо вам, ребята. И огромную благодарность выразить вашим учительницам, персоналу, что она вас так приготовила. И огромное спасибо директору школы, такую возможность дал учить нашу религию. Спасибо за нее. Ребята, сегодня наша тема, ваша учительница говорила о нравственности. Нравственность – это очень большая вещь в жизни. Если бы наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не был бы нравственным, он только разговаривал, ислам не принят. Мы знаем, сколько историй, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ничего не говоря, своим нравственностью, своими хорошими поступками, люди принимали ислам. Вот такие мы должны быть, ребята. Потому что когда вы выйдете с 5 на 5 класс, из школы выйдете, как здесь были примерами для общества, для остальных классов должны быть такими примерами хорошими. Одно из них – уважение к старшему, почтение к старшему. В хадисе говорится, в книгах говорится, уважение от старших, начиная с родителей. И там удивительные вещи есть. И кого вы видите старшим, чем вы, вас не должно интересовать, это человек богобоязненный, или это человек директор школы, или глава села, или пастух. Нет. Вас должна интересовать одно вещь. Он вас старше. И все. Потом будет евреем, потом будет не русский, не мусульманином. Он должен быть старше, хватает. Вы должны ему уважение делать. Обязательно. Если мы так будем себя вести, иншаллах, все нас полюбят. И это наши вот такие уроки в районе во всех школах будут Аллах нужно. Не только халимы говорили, а определенных школах. Вот так открытые мероприятия, открытые уроки по изучению ислама и культуры духовной нравственности. Вот в вашей школе она очень хватает. Вы голодны насчет духовности, вам она обеспечена, дает полноценно. Если вот так будем воспитать нашу молодежь, наших ученики и учениц, иншаллах, с вас не будет никаких террористов, никаких наркоманов, анархистов, неуважительных людей. С вас вырастут хорошие люди, иншаллах. А я Аллах нам всем благополучия и заступничества к нам, саллаллаху алейхи ва саллям. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллахи ва ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Дорогие мои младшие братья, младшие сестры, я тоже очень рад, горд, будучи халимбиевцем перед нашими гостями, что наши школьники и школьницы имеют такие знания. Добро пожаловать нашим гостям. Спасибо вам, что пришли, участвовали, оценили знания наших учеников. Конечно же, я тоже присоединяюсь, баракаллах, большое спасибо директору этой школы, Урдият Багаутиновне, за то, что она дала возможность обучать детей вот так, поддерживала всячески организовать такие мероприятия. Конечно же, огромное спасибо нашей уважаемой Перзанат Алапиковне за то, что она обучила этих детей. В 5 классах она преподает эти уроки истории по религии, основы исламской культуры. И эти выпускники, эти выпускницы не единственные. Каждый год с нашей школы, с начальной школы выпускают таких прекрасных, знающих свою религию. Они будущее нашей умы. Почему? Потому что если цыплята не будет, куры не будет, они цыплята, они наше будущее. Пророк алейхиссалату вассалам же сказал: «Куллю маулудин юладу аля фитра».
каждый младенец, каждый ребенок рождается чистым. Родители, общество делает из них и хороших людей, и плохих людей. Вот. Я очень рад, что с нашего села подрастают такие ребята, такие дети, которые знают свою религию. Как Мухаммад Сайфуллах сказал, действительно, мы тоже обучались в школах, ребята. Мы тоже учились вот перед такими же учителями. Сегодня, например, я думаю, в школе, когда я учился, надо было мне еще сильнее стараться, уважать старших, обучаться хорошо. Как Мухаммад Сайфуллах сказал, математику, геометрию, историю, все надо знать, мусульмане. Вот, чтобы вы тоже, когда вы станете 40-летними, как мы, чтобы вы тоже не сожалели, вот сегодня у вас есть возможность обучаться, изучать и светские науки, и исламские науки. Поэтому, ребята, для нас, для мусульман, есть, альхамдулилля, очень много примеров для подражания исламе. Например, сколько мазхабов, вы же знаете, да? 4 же мазхаба есть, да? Абу Ханифа, Малик, Шафи'i и Ахмад. Например, мы следуем за мазхабом имама Шафи'i. Кто же он был, имам Шафи'i? Он тоже когда-то был таким же ребенком, как и вы. У него отец умер, когда он был маленьким. Он вырос как сирота. Мать, одиночка, вырастила его. Как сегодня же хукумат, тогда государство не помогало сиротам. У них даже иногда кушать хлеба не было. Но они, вот мать имама Шафи'i, не отправил его там зарабатывать, он отправил 3-летнего ребенка, отправил в мадраса, чтобы он учился. В 7-летнем возрасте имам Шафи'i выучил Коран наизусть, хафизом стал. У нас тоже есть хафиз школа, альхамдулилля. Когда он хафизом стал, ее мать так сильно обрадовалась. Почему обрадовалась? Потому что пророк, алейхиссалату вассалам, сказал, родителям, у которого ребенок станет хафизом, Аллаху Та'аля в раю оденет отдельную корону. У царей же бывает корона на голове. Он является родителем хафизов, этот родители будут выделяться от других. Когда имам Шафи'i стал хафизом, мать безгранично обрадовалась. В 10-летнем возрасте, в вашем возрасте, имам Шафи'i Коран тоже наизусть знал. И знал книгу Муатта, такая книга имама Малика. Это тоже наизусть знал. В 13-14-летнем возрасте он в Мекке, в городе Мекке, вы же знаете, это Уммуль-Хура, в городе Мекке, он всем людям решение принимал, фатва давал. Вот такой ребенок был имам Аш-Шафи'i. У него тоже началась учеба. Сегодня, если вы начнете, если вы будете стремиться к знаниям, вот сегодня, смотрите, имам Шафи'i родился в 150 году по хиджре, 1150 лет назад где-то. Тысячелетиями мы сегодня рассказываем о имаме Шафи'i, вот такой выдающий человек. Мы тоже хотим, чтобы селение Халим-Бегал вырастет таких людей, с которыми мы будем гордиться. Если из села нашего с Халим-Бегала, если вы такой выдающий алим, или же профессор какой-то с светской стороны, полностью село радуется к этому. Например, у нас недавно наш спорт есть, возьмем, Салих Ал-Муслим стал чемпионом даже. Вот. В Китае, везде в мире знают его как чемпион мира. Вот. Поэтому один человек, все село, Дагестан, Россию может поднимать, прославлять. Если один человек плохой вырастет, из-за этого человека, конечно, и родители, и целое селение в объеме России, Дагестан, приходится голову отпускать из-за этого человека. Поэтому вы тоже должны стараться, старшие, мы тоже должны стараться, чтобы вы стали примером для подражания. Иншаллах, этими темпами, если мы пойдем, иншаллах, с вас тоже будут такие выдающие люди, иншаллах. Мы желаем, конечно, мы хотим, чтобы вы были такими людьми, с которым будет гордиться ваши родители, селение, наш Дагестан, наша Россия, иншаллах.
Баракалла еще раз и гостям тоже за то, что они приехали в наше селение. Баракалла, что организовали, всем организаторам этого конкурса действительно победила дружба. Смотри, если этот конкурс не был, мы вот так против друг друга не сидели бы, вот так не дружили бы мы. Видишь, мы все встретились, познакомились, с вами познакомились, вы познакомились с нашими уважаемыми гостями. Этот конкурс объединял нас, иншаллах. А ислам призывает к объединению. Дай Аллах, чтобы в дальнейшем тоже такие конкурсы очень много было в нашем селении, и в районе, и в Дагестане. Желаю, иншаллах, удачи. Ассаламу алейкум. Наверное, я скажу от имени управления образования и от себя лично. Хочу вас сегодня поздравить с таким красочным, таким знаковым мероприятием, как «Караван исламской культуры». Сегодня перед образованием поставлена цель воспитать образованную, воспитанную молодежь, которая бы шла по правильному религиозному пути. Сегодня я хочу поблагодарить директора школы Атаеву Бурлият Багаудиновну и учителя ОРКСР Перзаната Алгарбекову с тем, что они справились с поставленной целью на своем уроке ОРКСР. Они преподнесли образцовый урок мусульманина, который показал нам основные базовые знания, которые должен знать не только ученик Олимпигаурской начальной школы. Этими знаниями должен владеть любой мусульманин и любой ученик общеобразовательных школ Буйнакского района. Еще раз спасибо вам, ребята. Я уверена, что вы никогда не сойдете с правильного пути, что вы будете настоящими жителями, достойными жителями своего села, достойными учениками своей школы и достойными личностями в нашем обществе. Спасибо. Я скажу так, вот, когда этот урок начался, я спросила, что это, они всю ночь учили, что ли, меня тут поправили, сказали, нет, они целый год занимались. А у меня мальчик, тоже младший ваш ровесник, в городской школе, они так это не изучают, этот предмет. Я вообще удивлена, вы большие молодцы, спасибо учительнице. На самом деле, те знания, которые вы здесь получили, половина из этого даже я не знаю. Так что не стыдно за это, а вы большие молодцы, урок очень понравился. Понравились наши гости. Огромное спасибо Танзилу за принятие участия в нашей мероприятии. Также хочу выразить благодарность администрации школы за оказанную поддержку проведения этого мероприятия. Спасибо. Родители команды поедут на экскурсию. Было уже объявлено на экскурсию в Адрастыке министра была. Ждем всех. Я надеюсь, И победителей, и не победителей тоже. Все ждем. Эта команда и эта команда. Да, победила ведь дружба же. И все дружно приезжайте. Светская школа есть место, которое называется Исламский университет, где изучают исламские знания. Вот туда мы с вами поедем, познакомимся. Что же и как там происходит? Чем отличается наша школа от этого университета? Спасибо большое. صحيح إلى الله عدنا وبالله نذنا ليطوى زمان بائس شحيح ليطوى زمان. Формированием духовной нравственности учащихся на уроках основы исламской культуры. Хочу поделиться своим опытом работы в этом направлении. Духовно-нравственное развитие учеников начальной школы осуществляется на всех предметах, но особенно при изучении курса ОРКИСЕ. Он направлен на развитие у школьников 4 классов представления о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России. Одним словом, все модули курса ОРКИСЕ. На понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. В нашей школе выбран один из модулей этого курса – «Основы исламской культуры», который дает педагогу огромные возможности для духовно-нравственного развития учащихся. Он помогает развивать в личности школьника многосторонне и способствует укреплению нравственности. Начать урок о правилах, нормах этики и морали с наставлениями значит заведомо пойти ложным путем. Ребенку гораздо интереснее самостоятельно решать проблемные вопросы. Для активизации школьника на получение знаний о нравственности нужны соответствующие формы и виды организации образовательного процесса.
Тематические игры, уроки путешествий, экскурсии, уроки праздники, уроки интервью с приглашением представителей духовенства способны заинтересовать любую аудиторию. В занимательной форме можно говорить о нравственных ценностях культуры, поведении и общении с людьми, не опасаясь вопроса «А зачем нам это нужно?». Такие знания информируют глубже, а опыт, основанный на них, становится крепче. Духовно-нравственное воспитание учащихся включает в себя следующие направления: трудовое, патриотическое, идеологическое, экологическое, семейное и культурологическое. И сегодня я хочу вам представить мой дневник, мою работу. Первая — мотивация учащихся. Как вызвать интерес к данному предмету? Мотивация – это формирование у младшего подростка осознанного нравственного поведения, основанного на знании основ исламских ценностей. Какую работу я провожу в этом направлении? Каждый свой урок я начинаю с традиции «Копилка добрых поступков». Мои ученики знают, что на плечах у человека сидят два ангела, которые записывают благие и плохие поступки, за которые нужно нести ответственность. И на этапе мотивации учащиеся делятся благими поступками, которыми пополняют свою копилку добрых поступков. А другая группа учеников обсуждает и оценивает поступки своих товарищей. Второе – нетрадиционные уроки. Урок – виртуальное путешествие на тему паломничества в Мекку. Урок – беседа на тему обязанности мусульман с приглашением представителя духовенства села и района. Урок – игра журналисты. Учащиеся выступают в роли журналистов и задают вопросы приглашенным гостям. Урок обсуждения по идеологическому направлению на тему «Виновата ли хоть одна религия в сегодняшнем терроризме?». Урок экскурсии, выезд в святыни ислама, мечети селения Халимикау, зиарат к устазу, мадресе селения Халимикау, акция «Неделя добра», посещение дома ребенка города Буйнакска, акция «Помощь пожилым людям», посещение одиноких стариков, инвалидов, вдов, акция «Чистая улица», уборка прилегающей территории школы, уборка прилегающей территории мечети и мадраса. Работа по ознакомлению с основами ислама – это выезд в мадресе селения Халимикау и игра брей-ринг совместно с учащимися мадрасе и учащимися 4 классов Халимикаульской начальной школы. Проектные и творческие работы учащихся по предмету на тему «Моя религия – ислам», пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, основатель ислама. Проводилась работа и с родителями. Было проведено родительское собрание по теме об изменениях в содержании образования и введении курса Оркисе. Было проведено анкетирование родителей по выбору модуля и отношение к введению курса. Родители имели возможность в течение года посещать уроки. Им оказывалась консультативная помощь по подготовке домашних заданий. Они принимали участие в организации и проведении открытых уроков, принимали участие в создании творческих проектов учащихся. Отношения и отзывы к предмету у родителей положительные. Результатом проведенной работы по данному курсу стало обогащение детей в личностном, метапредметном и предметном планах. В личностном плане можно отметить проявление у детей таких качеств, как доброжелательность, милосердие, эмоционально-нравственная отзывчивость и внимание к другим людям, зачатков анализа и контроля собственного поведения в разных жизненных ситуациях. В метапредметном плане особенно ярко проявлялось умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий, осмысление текстов различных стилей и жанров, осознанное построение речевых высказываний, готовность слушать собеседника и вести диалог. Развивается умение учиться в процессе решения учебных задач данного курса, проектной деятельности, в том числе и коллективной. В предметном плане заложена основа принятия и понимания детьми основных нравственных ценностей. Как показала практика, курс «Основы исламской культуры» успешно реализует личностные результаты основной общеобразовательной программы в сфере духовно-нравственного воспитания и развития учащихся. Надо понимать, что преобладание только духовных ценностей не определяет духовность личности. Важно, чтобы ребенок мог применять на практике те ценности, которые он приобрел, и смог поступать в соответствии с ними в жизни. И я, как учитель, хочу познакомить их не только с основными понятиями курса «Основы исламской культуры», но и способствовать их духовному развитию, воспитанию личности и значению нравственности, что нравственность в наше время играет очень важную роль в жизни человека, в семье и в обществе. В современном мире особое значение приобретает духовно-нравственное воспитание школьников, развитие у детей таких качеств, как толерантность и уважение к другим культурам, готовность и способность к диалогу и сотрудничеству.
Это подразумевает овладение знаниями об особенностях национальных культур, культурологических основах, социальных явлений и традиций. Воспитание, основанное на национальных культурных традициях, направлено на усвоение подрастающего поколения нравственных ценностей. Таким образом, обеспечивается общественно значимая мотивация поведения и поступков ребенка, осуществляется ориентация ребенка в различных жизненных ситуациях. Таким образом, нравственные качества человека будущего общества должны закладываться уже сегодня, а именно на уроках Оргисе, основанных на идеях добра, совести, справедливости, патриотизма, достоинства, уважения к человеку. Преподавание данного предмета возникает острая необходимость учителям модуля «Исламская культура» пройти курсы по основам ислама, организованные духовенством района, помимо курсов ДИРОМ. Спасибо за внимание.